Большинство трудящихся пенсионеров не только востребованы на работе. От них в буквальном смысле зачастую зависит жизнь других. К таким смело можно отнести героя нашего следующего сюжета. Заведующий отделением травматологии Сунжинской ЦРБ Руслан Вышегуров в коллективе пользуется большим уважением и недаром. Погрузившись полностью в работу, врач и не думает о выходе на пенсию. И изменения в пенсионном законе он только приветствует. Репортаж Заремы Ивлоевой. Руслан Мухарбекович Вышегуров – человек с большой буквы. Впервые он, еще будучи молодым врачом, переступил порог Сунжинской больницы 42 года назад. И с тех пор место работы доктор не менял и даже об этом никогда не задумывался. Разве что повышал квалификацию и набирался опыта. С 1992 года Вышегуров возглавляет травматологическое отделение, но прием пациентов продолжается и по сей день. 2 раза в неделю у него операционный день. Еще одна важная миссия доктора – передача бесценного опыта молодым коллегам. Я много слушал рассказы бабушки, когда из-за отсутствия элементарной медпомощи, сколько умирали больные, сколько было инвалидов. Вот это я действительно с детства я слушал. И так думал, буду лечить. На его счету десятки спасенных жизней, сосчитать которые не сможет даже он сам. А впрочем, для доктора количество не главное. Люди попадают в это отделение после серьезных ДТП и несчастных случаев. Зачастую поступивших приходится буквально возвращать с того света. Но Руслан Мухарбекович о выбранной профессии никогда не жалел. Ну, цаца где-то колоса ухохалче с халуихтхон. Чувахаче сдаговал. Фан то малхан то анхет. Цаца хатер не сталче халхет. Если обычно люди говорить на камеру не любят, то в этой больнице все рвутся похвалить своего спасителя. Багаудин Батыгов добрых слов и эмоций не жалеет. Юрусан варсаян, боманса масулюрьев, лекарство масурго ворхануляо, да узия, шосхануля, боманса сердвения, уште хаматуоля, кичарачисуш, и терапевтический твой, и кичатсуш. Жизнь удалась, считает доктор, но без белого халата жизнь свою он просто не представляет. Мне 68 лет сейчас. Я даже не представляю, вот в 60 лет, если бы я пошел бы на пенсию, ну, как бы я, что бы я делал дома. Нет, я не устаю, наоборот, иногда даже скучаю по больнице. Бывают и такие моменты. И на работе не устаю. У нас в неделю где-то 4-5 операций каждую неделю. Обследуем больных. Осматриваем, делаем обходы, как ежедневно свою работу выполняем. Своим позитивом и энергичностью зав. Отделения, судя по всему, заразил весь коллектив. Многие в этой больнице, несмотря на то, что перешагнули пенсионный возраст, продолжают работать. В их числе и сестра-хозяйка Эсет Вышегурова. Хоть о возрасте у женщины спрашивать неприлично, все же Эсет гордится своими годами. Ей 61. В этой больнице она вот уже 25 лет добросовестно выполняет свои обязанности. Эсет Вышегурова в этой больнице как мама. Она отвечает за чистоту и чтобы везде всего хватало. Активную женщину даже обижают разговоры о пенсии. Хотя семья давно просит ее уйти на заслуженный отдых. Я успеваю и на работу, и с внуками пообщаться, со снохами пообщаться. Мне достаточно год один раз свой законный отпуск. А так я стараюсь вовремя на работу. Мне нравится своя работа, коллектив свой. Когда болею, конечно, бывает там год один раз, там дней 10 на больничный иду, а так все нормально. Молодость – это не возраст, а состояние души. И только сам человек определяет для себя, когда он устал от работы. Те, кто привык из года в год делить свои будни с дружным коллективом, не торопятся уходить на пенсию. И это их право. Зарема Ивлоева, Хамзат Халухоев, Новости 24.